Но вообще, что касается хребта Манрак, это, на мой взгляд, особенный хребет. У нас на территории Восточного Казахстана нет около 30 горных хребтов. На Алтае, Саур-Тарбагатай, Калбинский хребет. Вот. И одним из, на мой взгляд, замечательных и оригинальных хребтов, хотя он невысокий, 2200 всего, вершина Шорбас у него 2 километра 200 метров у него высота. Протяженность где-то более 60 километров. Он начинается от Акжарского района, от речки Тайжузгень или Далагон-Карагай, где стоит вот эта гора, и тянется туда, к хребту Сайкан. Вот. Но, между прочим, относят его почему-то к Тарбагатаю, хотя он ближе к Сайкану, Тарбагатай на той стороне, где Комсомол, за Чуликтинской долиной, и за Акжаром уже, там Тарбагатай идет. Но его относят к Тарбагатаю. Географическое положение у него особое. Он занимает место, которое между Чиликтинской долиной, высота которой где-то около 1000 метров, и Заисанской котловины. Распределение у него с юго-запада, с юго-востока на северо-запад, слегка под таким уклоном. Мы будем считать, что практически широтное направление. Есть у него и север, и юг. Вот хребет очень сложный, очень много горных вершин небольших. Горная сеть сама по себе густо изрезана, крутыми лагами, широкими долинами. Там есть большой Манрак и малый Манрак есть. Вот. И в связи с тем, что он занимает такое географическое положение, что недалеко находится хребет Тарбагатай, город Сайкана, который относится к Сауру. Вот. И с другой стороны Колбинский Алтай, мелкосопочник, это если к северо-западу, Манрак заканчивается, потом где Кокпекты, там все, там начинаются горы, это начинается Колба, Колбинский Алтай. Он проходит сюда, а от западного Алтая или Рудного Алтая отрезает Иртыш. И отрезает также через Зайсан, отрезает от Южного Алтая. И вот он оказался где-то в таком промежуточном положении. В этой связи, что вот он хребет как бы и не северный, и не очень южный, он много чего в нем специфически особенного. Это с природно-климатическими условиями связано. Зимы также суровые, но есть теплые места. Есть такое урочище, по-моему, Карасыир, по-моему, называется, недалеко от Акжара. Мне там аксакалы говорили. По-моему, так. Но если я ошибаюсь, можно название убрать, потому что очень давно, я уже там с 80-х годов не бываю. Есть, говорит, такое урочище, когда, говорит, зимой отгоняем овец, баранов, то в этом урочище тепло. И, говорит, когда приходишь туда, называли как-то это ущелье, можешь расстегнуть пуговицы у чабана. У казахов такие вот острые. И тут на хребте Манрак. Вместе с тем, по географическим данным, вечных снегов там не бывает. Но снега по ущельям некоторым, вот на те годы, по крайней мере, сейчас прошли глобальные климатические изменения, связанные с потеплением, кое-где были, но не всю зиму, задерживались снега. На Манраке, по данным исследователей Хахлова, слышали такого, нет? Виталия Андреевича, нет? Он родился в Зайсане, отец его жил в Зайсане, отец был губернатором, и Хахлов был величайший орнитолог, зоолог. И он написал всю историю, когда зарождался Зайсан, как зарождалась Кокпеты, вот эти вот села и прочее. Где-то он рожден был еще в царские времена, в 1800 каком-то году. Вот. И где-то, ну, сейчас скажу, ну, лет 20 назад, как он умер. Вот уже под столетний возраст был в Москве, работал доктор биологических наук, орнитолог он был. Ни он, ни Альфред Брем, слышали такого, нет? Высочайший ученый всего мира. И доктор Финш. Они проезжали здесь. Это два великих немецких ученых. Они оставили вот такие тома, описания разных и Африки, и через наши места. И как раз были в Манраке. И все пишут, что леса в Манраке нет. Но есть такое ущелье,
недалеко от вершины Шарбас, ущелье Апат, по-моему. И вот по этому ущелью в глубины я туда заходил, там высота вот этих прорезей горных достигает 100 и более метров, темные ущелья такие. И в одном лагу прямо лесок, и осина, и береза, небольшой, и береза, и черемуха, и что-то еще там такое. То есть фрагмент лесной есть все-таки в одном месте, чего не было. На то время, когда были эти ученые, Альфред Брэм и также Хахлов писал, что нет леса. Хотя он там места эти облазил, но в этом месте он не был. И вот в этом ущелье, значит, я видел там уже каких-то лесных птиц. И на то время, когда они были, они отметили всего 20 с лишним видов, только немного, очень мало. Вот. Потом, значит, был не доктор, кандидат наук из Алматинской академии, Анатолий, по-моему, Сурвила. Он еще 5-6 видов отметил, в том числе очень интересно краснокрылого чечевичника. Есть такая чечевица с красными крыльями, с теньшаня залетает. Вот. И все. Я там, когда, значит, в разных ботанических экспедициях был, потом в зоологических, самостоятельно ездил, потом работал начальником облготохотинспекции в Восточном Казахстане. У меня была возможность бывать в разных местах. И обследуя, я где-то 40 с чем-то дней провел в Манраке в разных местах, и было отмечено где-то более 120 видов птиц. Не 20 с лишним, а 120 с лишним. И мой ученик из Алматинской академии, тоже орнитолог Березовиков Николай Николаевич, еще 2 десятка отметил. Итого мы можем сказать, что на Манраке где-то около 140 видов птиц. Это гнездящихся, не только мигрирующих. Где-то около 40 видов млекопитающих наберется. Может быть, с десяток рептилий. Вот если остановиться на млекопитающих, то прежде всего интересно то, что там обитает архар. Вот. Тау-Теке я ни разу не видел, и ничего не говорят, что Тау-Теке. Архар там есть. Я сам видел архаров. Это вот главное, но архаров активно очень выбивали. И в Сауре было много, и в Тарбагатае было, и кругом черепа я домой привозил, рога такие вот у них мощные. Вот. Архаров было мало. Это было одним из мотивов, чтобы сделать заказник, потому что местное население стремительно уничтожало это. Вот. Теперь, кроме архаров, там морала нет, лося нет, есть косуля из копытных, есть дикий кабан. Вот. Кто у нас там еще из копытных? Вот и все, из копытных млекопитающих. Но когда-то были и сайгаки, заходили, и в Челектинской везде, и куланы, и джейраны были, и двугорбый верблюд за Исани был, Бактрианус. Все люди, абсолютно все истребили. Вот. Я поэтому очень не люблю охотников, потому что стреляют, убивают, умирают, и ничего не остается, пустота. Вот. И вот, значит, это вот, что касается млекопитающих. Из-за того, что косули в зимний период иногда и кабаны дикие сбивались по речке Чурга. Там есть, там заросли, где ближе к Зайсану. И там создали зоологический заказник, чтобы сохранять во время зимовок популяцию этих косуль. Местные все равно лупили мясо, все, ни хрена не понимают, извините. Вот. И, в общем, ничего не стало и там. Пусто стало. Заказник есть, а что охраняли, этого нет. В 1982 году, когда я приехал, я решил обследовать, как с заказником, что там есть. И в зимнее время проехал, и встретил 2 или 3 следа лисицы и корсака, и ничего, чистый снег, ничего нет. Тогда у меня появилась мысль, а в Тарбагатае, в самом хребте, там и краснокнижные виды животных, в том числе архар, там краснокнижные виды рептилий есть, и есть краснокнижные виды птиц. Поэтому и хребет замечательный, экологические условия, все очень оригинальный хребет. И тогда я стал ходатайствовать. Потом подключился мой ученик, тоже был очень в то ли ныне покойный. Вот. И, в общем, делал я в основном, как начальник, как ученый, будем так говорить. Я не называю, хотя
кандидат наук и звание почетного профессора. Ну, я не люблю как-то это слово говорить, но я специалист в этой области. Вот. И вот, значит, чтобы та территория, которая существовала, чтобы это легче было делать, перенести сюда ее. Не заново начинать, а сюда перенести. Я написал обоснование, и года 2 прошло. Без меня уже там стали дорабатывать, я когда уволился с охотинспекции. Я включал хребет только Манрак, а вот Кочнев, мой ученик, еще подключили Кандысу, которая течет там в речку. И, в общем, этот заповедник охватывает частично Кандысу и хребет Манрак. Протяженность приличная, высота 2200 и ниже. Вот. На вершину Шорбас, по сведениям охотника из бывшего Крупского села, и Приозерное, в то время называлось, значит, иногда заходили барсы с Саура. Вот. Кроме этого, слетал также с гор Сайкана, там водится Тяньшанский или темнобрюхий улар, тоже в районе этой вершины горы. Вот. Были кеклики. Поэтому меня это очень тоже заинтересовало. Я несколько раз поднимался и по кругу везде по следам смотрел. Если барс или темнобрюхий улар, который там в Сайкане есть летает, вот, не нашел я ничего. Ну, охотникам, потому что следует доверять, что, значит, он связан вот с сайканами, животные во время миграции, они как-то вот переселяются. Ну вот, это что касается млекопитающих. Гора Талагой, туда во время, с началом зимы, кочует стада архара. И местные это хорошо знают. И там на зимовке их лупили вовсю. Вот. Ну, вот я сказал, что это было мотивом, чтобы там создать охранную зону. Что касается птиц, я назвал там около 140 видов, наиболее такие значимые. Там бурый гриф встречается. Я раза 3 читал, и по 6, и по 4, и по паре, но гнезд я не нашел. Только в урочище, где Челектинская долина, там щель есть, проходит, я забыл, как называется. Знаете, нет? Вот Челекты, где поселок, Челекты в долине Челектинска, туда, и щель проходит между Сауром и... Не помню, не знаете, да? Я забыл, как называется. Вот там находили грифа. Вот. Теперь из орлов встречается беркут, встречается сокол балобан, кашага, встречается сапсан, чеглок, потом третий вид сокол, но он очень редкий, можно не упоминать, он в Крыму найден и у нас, и здесь тоже найден был, тоже из крупных соколов. Теперь, значит, из куриных серая куропатка, потом бородатая куропатка с Дальнего Востока, туда заходила, выбили тоже, не стал. Но я где-то в Манраке один раз слышал ее голос. А была обычно, на рынок все время выносили. Потом кеклик. Кеклика в отдельные годы было столько, что вот заходишь в ущелье, и сначала они прячутся там с молодняком, все. Потом, когда ты длительное время бываешь, или выстрелишь, или что, прям скалы, камни побежали, такое количество. Потом исчезают начисто. Я сейчас не помню, 80 какой-то год, когда сильные морозы были, вымерзали моралы, и моралов даже в этом Маркокольском заповеднике, обессиленных, вот казахи спасали, рассказывали, ноги ставят передние на сани, а задними он подступает, чтобы откормить. И в это время все кеклики вымерзли. Одного кеклика полузамерзающего принесли мне. Я работал на станции натуралиста. Я его выходил, поехал в очередную экспедицию туда и отвез этого кеклика. А то они везде там все время вот петушки у них кричат. Выпустили, 2 недели были, и сколько он не кричал, ни одного кеклика ему не отозвалось. Он бы где-то вот, вымерзли, но прошло опять какое-то время, опять появились. То есть они эпизодически вымирают и возвращаются. Вот. Теперь, значит, из крупных хищников также еще степной орел встречается. Встречается центральноазиатский конюк, встречается конюк, обыкновенная пустельга и степная пустельга, чеглок. Вот все соколиные птицы. А еще орел-змея нашли гнездо. Крупный орел питается в основном рептилиями, ящерицы, змеи, все. В Казахстане 2 гнезда только было. Ну, один вот на Рымском хребте, недалеко
как он сейчас, вот недалеко от Курчума, здесь в горах. Вот, и там одно гнездо было найдено. Очень редкий вид, исчезающий вообще везде в азиатской части. Ну, у них питание узконаправленное. Змеи, конечно, еще там кого-то ловят. Хищник довольно крупный. Вот, краснокнижный также. Вот эти сокола, которые я назвал, практически все охраняемые ныне виды. Это уже очень много. Это вот я два балоба, сокол сапсан, балобан. Теперь, значит, чеглок, степная пустельга, обыкновенная пустельга. Вот конек не включен. Центральноазиатский, не знаю, но центрального азиатского коньяка впервые с одним профессором из Академии наук я ездил и нашел его как раз в Челектинской долине, и потом гнезда нашел на Курчумском хребте. И Карабирюк есть такая гора, знаете, да? Где Приозер на той стороне черная такая стоит, там гнездо нашел. Ну и в Манраке он гнездится. Степной орел нашли там. Считали, что в Зайсанской котловине Тарбагатайская система, орлы собираются, прилетающие из Монголии, из глубинных районов Центральной Азии. Но потом мы нашли гнезда уже этих птиц. Он здесь гнездится. Это вот все краснокнижные виды. Теперь, что касается других, вот более таких интересных, это уже встречаются кулики. Там 2 или 3 вида куликов, переводчик и малый зуёк на кандесу, зимородок. Вот это такие заметные, я не хочу всех перечислять. Вот. Потом представляет интерес краснокрылый чечевичник. Теперь, значит, большая чечевица, как раз около Курчума в этом, около Акжара в облепишнике же там есть идут, на Кандысу, перед Баща ущельем. Вот здесь я встречал этих чечевиц. Вот арчевый дубонос иногда залетает, это стеньшаня, тоже чрезвычайно редкие. Так, королевского нет. Ну вот, пожалуй, из мелочи и все. Что-то еще да сейчас уже не важно. Вот что касается флоры, южные склоны Манрака, более такие опаленные солнцем, более высохшие, и фауна небогатая, более которая смещена, где посырее, где повлажнее и прочее. Это северные склоны со стороны Зайсана. Здесь встречались, в Челектинской особенности долины было колоссальное количество дров. Был давно в 902, по-моему, 905 годах в Челектах жил доктор медицины какой-то, врач Плотников, ему отчество не знаю. У него в записках написано: я даже не представляю, где на земном шаре может быть столько дров, сколько их в Челектинской долине. Там был, вы не в Акжаре, там не жили никто? Жили, да? Горбушкина знали? Ефрейтор Горбушкин. Он там 40 лет проработал егерем, охранял все. Вот. Он рассказывал, началась война, с Татарстана забрали в армию, привезли сюда охранять китайскую границу. Но когда он посмотрел такая благодать, обилие всего, он остался и прожил всю жизнь, более 50 лет. Перед старостью вернулся в Татарстан опять. И вот он рассказывал, вот картошку, говорит, там где-то около Курчума, там земли не очень пригодные, видимо, где-то в поймах. Вот когда мы, говорит, на поля выходим, там что-нибудь, и они вдоль хребта Тарбагатайского, где комсомол, там вот эти идут, знаете же, да? Как неделями вереницы пешком идут, и идут, и идут, и конца нет. Вот сколько было дров. А Плотников пишет, казахи выезжали, оружия особенно не было, были палки, прятались за лошадей, а они подпускают, не боятся лошадей. А из-за лошади потом, потому что много было, привозили целыми телегами, вазами привозили. И вес дров и достигал от 18 до 21 килограмма. Сейчас встречают не больше 12. Не дают никому жить, хотя сейчас они под строгой охраной находятся. Вот это, и поэтому называли даудак, летающий типа баран, что ли, столько мяса. И все это было вот в этих краях. Так, что там еще такого оригинального, сейчас я не помню. Ну, неважно, будем считать достаточно. Из таких вот, что было удивительно, в низкогорье, это примерно на высоте 1800 метров, я встретил аляпку. Аляпка – это птичка, которая в воду ныряет.
водяной воробей, слышали, да? Она гнездится на Алтае, на западном, на южном, да, в Саянских хребтах, на Тяньшане гнездится. Но в этом низкогорном, опаленном солнцем хребте, это не ее место. Я нашел там гнездо аляпки, я был безмерно удивлен. Все это наводит на какую мысль? Что хребет занимает такое промежуточное положение, где встречаются птицы с Зайсанской котловины и с Алтая прилетают, и по птицам в данном случае сужу, и птицы с Саура и Тарбагатая прилетают. И чтобы его, есть еще зоогеографический анализ, то географически проверяют, а есть зоогеография по растениям, флористический по растениям и зоологический по животным. Так вот, по зоологическому варианту и по ботаническому, по флористическому, этот хребет самостоятельный, ни к Тарбагатаю, ни к Сауру, ни к Алтаю, ни к Албе никому не относится. Он отовсюду всего взял, от того помаленьку, от этого, от этого, от этого, и они заселились вот в этом месте. И вот поэтому фауна и флора Тарбагатая сравнительно оригинальна. Из редких растений, если здесь на Алтае, на Южном Алтае, Западном Алтае или Рудный Алтай, у нас встречается здесь эдельвейс, всем известное растение, растение любви, всяких надежд и так далее, то в Калбе, в этом Манраке, это где-то южнее хребта вершины Шорбас, я нашел такие поля, хоть косой коси, не в низкогорье. Считается, что альпийское растение, и влюбленный должен подняться под снега и там найти, а там навалом его растет. Вот. Потом очень много растений суккулентных, у которых короткий вегетационный период. Различные виды тюльпанов, ферулы. То есть они вот рано распускаются, и уже в конце мая они уже цветут. Другие еще только просыпаются. В июне они отцветают, желтеют и погибают, но они выбросили семена, и корень накопил массу питательных веществ. И они уже спят до следующей весны. Называются суккуленты, сухолюбивые, как баобабы по-своему. Вот такие растения есть, потому что такие климатические условия. Вот. Теперь, наверное, да, из рептилий это пресмыкающие змеи, черепахи, крокодилы и ящерицы. 4 класса на планете. Из этих рептилий, пресмыкающихся, нашли мы там крылокруглоголовку, нашли полосатого полоза. Полосатый полоз встречается в Маньчжурии и Корее на Дальнем Востоке. И найден в Заисанской котловине. Здесь вот, где у нас на Бухтарминском водохранилище Барки, я нашел это удивительно. В Заисане Барки и на Манраке он есть. А из млекопитающих есть такой зверек, называется соня боялычная. Селивения или боялычная соня. Это вот такой зверек. Это зверек особого рода. И за последние годы, где-то, если не в 1938 году, в Африке только нашли акапи, новый род, чтобы был. То есть семья, бывает виды, подвиды и так далее. Вот как воробьи, кулики, все чайки отдельно. Вот. А это род отдельный. Так вот в Африке нашли акапи, и через много лет, в 1938 уже году, Селевин был такой зоолог, потом погиб на фронте, из Алматинской академии, институт зоологии. Он нашел селевинию, Бетпагдале, долина Бетпагдала в Казахстане. Вот. И один экземпляр поймали в Манраке. И больше вообще на планете этих видов нет. Тушканчик, там большой, малый тушканчики обитают по предгорьям. Ну вот, пожалуй, и все, если касается таких вот редких. Суслик, обилие сурка было. Серый сурок, очень много было сурка. Все луга были заняты сурком. Но когда были шкуры, охотники били на шкуры их. Вот когда воротники и всякие меха заменили, сейчас никому эти шкуры не нужны уже, они не смотрятся по сравнению, то убивают из-за мяса, из-за жира. И вот там, в частности, на Манраке, где стоят чабаны, я снимал по 40 петель. И когда особенно, когда проволоки было мало, петель было меньше как-то, где-то проволоку не находили. Она грубая. А это вот эти вот синтетические. Все, суркам негде выйти. И, в общем, получается так, что сурок и там
оказывается на грани исчезновения. Население беспощадно. Вот недавно, совсем где-то, наверное, месяц назад, поймали, я сейчас забыл, какое село, там где-то, поймали одного казаха, ему лет под 40. Он занимался промыслом соколов и перекидывал для Арабских Эмиратов. За каждого такого сокола, еще молодые там, 40-50 тысяч долларов, 80 тысяч долларов. Однажды сюда приезжал араб, это давно было, наверное, где-то в 80-х, 90-х годах. Дайте мне самку сокола. У хищников самки крупнее, чем, потому что самец должен быть более проворный добывать, а она гнездо караулит. У них крупнее, обычно самцы крупнее, у них наоборот. И он давал 200 тысяч долларов, но чтобы крыло было 40 миллиметров. 400 миллиметров, 40 сантиметров. 200 долларов, ну это уже слишком богатые. А вот 30, 50, а может быть он там 20, и они приспособились по этому арабскому методу ловить, берут голубя, привязывают сверху сетка, выглядит, где кормят молодых, там, скажем, когда они охотятся, спрячется в курдок какой-нибудь, за ниточку дергает голову, и сразу вот он вылавливал. Приезжала милиция, потом приезжал следователь, женщины следовали, приезжал из Акжара ко мне сюда, вот, чтобы как это характеризовал. В общем, его будут судить, и на лет 5 получит, и штраф больше 1,5 миллиона, по-моему, нужно будет выплатить. Но пора, потому что все поуничтожали, жадность губит все. Вот. Теперь, значит, рептилия я назвал, птиц назвал. Также вот, ну и рептилии я назвал. Зеленая жаба там еще встречается из этих, потому что сухой, ну, где-то по долине, или Донатинска не определили мы, потому что найден новый вид в Казахстане. В Сауре Аксир есть такое место, где Сайкан находится. Там в ручье поймали такую жабу, Донатинская оказалась. По моему представлению, я ночью на Манраке встречал, но я не герпетолог, но предполагаем, что, наверное, тоже донатинская, предположительно. Ну вот, пожалуй, все. И вот когда встал вопрос вот такого зоологического подхода в определении, что собой представляет Манрак, или он относится к Тарбагатаю, как административный, геологический, или он относится к Сауру, или там Зайсанской котловине. Так вот, у него из Тарбагатая, из Саура, из Зайсанской котловины, из Калбы встречается и растительный, и животный мир. Вот, разные, растений разных, ну, наверное, сотни две-три наберется. Но таких особых растений каких-то я не находил. Типичный для Алтая, для котловины.